В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Президент России Владимир Путин планирует выделить 10 триллионов рублей на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в стране. После инаугурации 7 мая российский лидер подпишет указ, в котором будет расписан план решительного прорыва в повышении уровня жизни. Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018 года. Рост экономики также спрогнозировал Банк России. Согласно обзору банка, российская экономика во втором и третьем кварталах этого года будет расти по 0,4%. Регулятор фактически сохранил свой прогноз, несмотря на новые санкции и ослабление курса рубля. По словам экспертов, это означает, что внешний шок оказался кратковременным и не оказал влияния на российский внутренний валовой продукт. В то же время в документе отмечается, что прогноз может быть скорректирован в зависимости от бюджетных и геополитических факторов. Центробанк установил официальный курс валют на 24 апреля. Так, курс доллара США по отношению к рублю составляет 61 рубль 7 копеек. Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 75 рублей 7 копеек. Проект формирования комфортной городской среды позволит благоустроить в этом году 56 объектов Якутии, в том числе 47 дворовых территорий и 8 объектов общественного пространства и 1 парка. Общий объем средств из консолидированного бюджета составляет более 220 миллионов рублей, из которых более 196 миллионов рублей – это средства федерального бюджета. Получателями субсидий из госбюджета стало 21 муниципальное образование. Лимиты средств в полном объеме доведены до получателей еще в феврале. Ведется работа по объявлению торгов и заключению контрактов, заявил министр ЖКХ и энергетики республики Данил Савинов. Помимо этого, 9 проектов Якутии участвуют во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. В конкурсе будут представлены города Алдан, Мирный, Нерюнгри, Вилюйск, Верхоянск, Удачный и Нюрба. Конкурс проходит в 3 этапа. Защита проектов состоится уже в середине мая в Москве. В общей сложности на все проекты предусмотрено 5 миллиардов рублей, которые будут распределяться на все регионы страны. Города Мирный и Алдан могут получить до 70 миллионов рублей каждый на реализацию своих проектов. Нерюнгри может получить почти 100 миллионов рублей. Остальные от 30 до 50 миллионов рублей. Новый энергокомплекс появится на Верхнем Унском месторождении в Мирнинском районе Якутии. Электричество отсюда будет подаваться на все объекты месторождения. Для этого пришлось установить 900 опор ЛЭП и еще 200 смонтируют в ближайшее время. На днях завершится монтаж новой котельной, которая может работать сразу на нескольких видах топлива – дизельном, нефти и даже на отработанном масле. Строители заверяют, что подача электроэнергии начнется уже в июне этого года. И уже с 1 октября дороги, также технологические объекты будут полностью освещены. Рост промышленного производства отмечают в Якутии. По итогам первого квартала текущего года его рост составил 106,8%. Выросли показатели по добыче полезных ископаемых газа на 4,5%, золотосодержащих руд на 30%. Увеличилась и добыча алмазов, которая составила 101,2%. Также наблюдается рост инвестиций в основной капитал на 12% по сравнению с предыдущим годом. Отмечается также и рост в строительстве на 35%. Больше введено жилых домов, чем за аналогичный период прошлого года. Рост валового регионального продукта составил 3,7%. Новые промышленные проекты планируется запустить на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке. Инвесторы готовы вложить в новые проекты более 43 миллиардов рублей. Потенциальные резиденты планируют создать 1250 новых рабочих мест. Отметим, что среди заявок есть проект из Якутии. Кирпичное производство «Вториндустриальный парк Кангаласы» решила наладить компания «Циньхайтун Керамика». Говоря о Вториндустриальный парк Кангаласы, нужно отметить, что один из ее резидентов, компания «Саюри», вырастил более 16 тонн помидоров и 13 тонн огурцов в круглогодичной теплице. Урожай начали собирать с начала октября 2016 года по июнь 2017 года. Действующая теплица работает как
площадка для апробации. Сейчас инвестор планирует расширить производство. В настоящее время идет реализация второго этапа, работы по которому планируется завершить до конца этого года. Планируется, что со второй очередью площадь теплиц увеличится. В Якутии завершилась кампания по завозу жизнеобеспечивающих грузов в северные и арктические районы Якутии автомобильным транспортом. При плановом объеме в 644,4 тысяч тонн фактически доставлено до пунктов назначения 676 тысяч тонн груза, что составляет около 105%. За аналогичный период 2017 года объем доставки составил 583,9 тысяч тонн при плане 609,3 тысяч тонн, то есть 95,8%. 38 миллионов рублей, которые планировалось направить на обеспечение дальних районов севера фруктами и овощами, будут переведены на завоз муки и зерна в Якутию. Соответствующее решение было принято в парламенте Якутии в ходе обсуждения корректировки бюджетных средств, рассчитанных на так называемый «зеленый рейс». Возврат средств планируется произвести к осеннему периоду. Точную дату на этот момент мы назвать не можем, так как корректировка бюджета – процесс длительный. Все средства должны вернуться ко времени подготовки к зеленым рейсам, прокомментировала ситуацию депутат Государственного собрания Илтумен Елена Голомарева, курирующая этот вопрос. На обеспечение жильем детей-сирот в Якутии в этом году необходимо более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В очереди стоят 1116 детей-сирот. Из них 476 человек имеют право на получение жилья уже сейчас. Но в полном объеме госбюджет этого года не может решить данный вопрос. Вопрос является одним из самых приоритетных в республике, и как только в бюджет поступят дополнительные средства, они сразу будут направлены на решение этой проблемы. Усиленная работа по нему идет уже не в первый год. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном федеральном округе гражданам, участвующим в государственной программе переселения проживающих за рубежом соотечественников. Предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные условия, способствующие переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь на Дальний Восток. По оценкам Минвостокразвития России, реализация данного законопроекта позволит ежегодно дополнительно привлекать на территорию Дальнего Востока до 3000 человек. В 2017 году в регионы Дальнего Востока переехало менее 5%, это около 5500 человек от общей численности всех участников госпрограммы по переселению соотечественников. Отмечу, что под категорию соотечественники попадают люди, которые ранее жили на территории России или даже Советского Союза, имеют соответствующее гражданство, но сейчас являются гражданами других стран. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.